Члены оргкомитета, проходящего в регионе митинга, Ахмед Барахоев, Бейал Евлоев, Муса Мальсагов, Малсык Ужахов, Ахмед Пагоров, Барах Чемурзиев, Анджела Матиева и Весенгире Гагиев на заседание комиссии не явились, в очередной раз проигнорировав призыв властей к диалогу по вопросу соглашения об определении границ. Открывая заседание, Юнусбек Евкуров отметил, что закон Республики Ингушетия об утверждении соглашения об утверждении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой вступил в законную силу 16 октября 2018 года. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что подписание соглашения об определении границ с Чеченской Республикой – это исторический шаг для жителей обоих регионов, и участники митинга должны понимать, что руководство республики не станет подписывать какие-либо документы в ущерб собственному народу и Конституции. Евкуров также добавил, что согласно соглашению граница между Ингушетией и Чечней определена де-факто еще в августе 1993 года. Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ горно-лесистой части территории. 4 октября в этом году Народным собранием Республики принят закон Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. В силу статьи 2 Закона Республики Ингушетия он вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. Закон Республики Ингушетия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 5 октября 2018 года. Соответственно, данный закон Республики Ингушетия уже вступил в силу 16 октября 2018 года. Еще раз хочу довести, что этот закон вступил в силу, и те, кто хотят спекулировать вокруг этого закона, должны были бы, как юристы, в первую очередь понимать, что он уже вступил в силу. И наш закон, и закон, который принят чеченскими коллегами. 26 лет продолжались споры, где чья территория. Каждый пытался внести свою лепту в этот вопрос. Многие даже не понимая, в чем тема, где эта земля находится, где эти спорные территории находятся. Для многих так называемых политиков, почему я их так называю, потому что многие появляются в республике только тогда, когда вот такие митинги, демонстрации или недовольны властью. Это не только при мне, во все времена так было. Людей, претендующих на те или иные должности, при этом большинство своих вчерашние руководители, которые сегодня стали кристально чистыми, честными, хотя перевернуть страницу, показать совершенно нечего в их работе, кроме негатива. Они сегодня эту работу подхватывают, и вот эта тема для них становится такой диссертационной. Они защищают здесь диссертации, чтобы стать там докторами и так далее. Мы это должны с вами видеть. Я хочу еще раз обратиться к тем, кто слишком развязанно себя ведет на таких мероприятиях, на митингах. Я понимаю, что стоят вокруг люди. Я понимаю, что часть этих людей не хотят слышать что-то другое, кроме того, что им хочется слышать. Но те, кто называет там и называл фамилии, должны понимать, завтра или послезавтра, по-любому за это придется отвечать. Это не я придумал, это не мои правила, это правила наших адатов, законов и обычаев. Если кто-то постоянно любит повторять об этом, про я сделал, про я, про другие качества нашего народа, должны в первую очередь на себя посмотреть и делать все, чтобы сам эти вещи выдерживал. Мне не совсем нравится выступление некоторых женщин на этих мероприятиях. Вообще женщин на мероприятиях. Да, я понимаю, там выступают там такие женщины, как Пара Парчиева, еще какие-то женщины выступают, они говорят там свою боль, свое там отношение. Имеющие право это говорить. Но когда появляются новые женщины и говорят совершенно развязно, это оскорбление наших женщин в первую очередь. Я бы попросил мужчин, если такие есть, конечно, дома, обратить внимание на своих женщин. Это пройдет все.
А все, что вы написали в интернете, все, что пишете, и что эти женщины там пишут, себя даже не скрывая, оно же остается. Вы кого позорите? Даже любое мнение можно написать политкорректно, но для женщин тем более, для девушки тем более. Просил бы обратить на это внимание. Надо понимать, сами же виноваты в том, что вы просто наговариваете на людей. До подписания соглашения работали наши комиссии. Было отработано большое количество документов. Опрошено население прилегающих территорий к границе непосредственно. Хотя не только в период. Эта работа была и в 2009 году, и в 2012 году. Она не останавливалась, эта работа. Есть недовольные этим соглашением и законом. Но большинство, и это подавляющее, поддерживает это соглашение, поддерживает этот закон. Мы знаем аппетиты и с нашей стороны, и с той стороны, которые претендуют на большие территории, земли, как в одну, так и в другую сторону. У наших историков нет однозначного понимания, тоже спорить между собой. А если посадить наших историков и чеченских коллег, тем более не будет понимания. Многие смотрят карты 100, 200, 300 или сколько-то там периодов назад. И у каждого есть своя правда. Поэтому изначально подходили к этому. В 90-х годах все устоялось. Каждый остался на своей территории и до сих пор там находится. И спорить, поддерживать одну сторону, другую сторону, это контрпродуктивно для наших народов. Мы со своим коллегой Рамзаном долго об этом и говорили, и обсуждали. Понимали, что на первом этапе будут недовольны и здесь, и там. Но мы принимали это на себя. И не прикрывали спинами вас, членов комиссии, вообще комиссии, председателя комиссии. И надо понимать, что мы в последующем, благодаря этому соглашению и закону и установившимся границам, будем только созидать, а не разрушать. Кто-то говорит, что мы проиграли. Там тоже находятся люди, которые говорят, что проиграли. Никто не проиграл, мы все выиграли. Мы выиграли. Это долгая и совместная история наших народов. Это память о предках, которые выжили, выдержали суровые испытания депортации. Наши устазы, которые являлись скрепами наших братских отношений. Не на словах, а на деле. Наши земляки, это надо особо подчеркнуть, которые живут за пределами как наших регионов, так и за пределами нашей великой страны, которые очень часто из-за этих споров постоянно там ругались между собой, не находили понимания. Особенно это касается того, что молодежи, которая и учится в вузах. И теперь, в связи с этой стабильностью, это все уходит в другую тему. Теперь уже и мы с вами, и чеченская страна, становимся хозяевами своих земель, своих территорий, полноправными хозяевами. У нас есть граница, это надо всем понимать. Но при этом никакой границы между людьми, между ингушами, чеченцами, между людьми нет никакой границы. И быть ее не может, и всем это понятно. Я хочу сказать сегодня спасибо всем вам, и кто готовил эти документы. Тем, кто принимал закон, кто выдержал довольно серьезную критику и давление, в том числе привлекая для этого и ЦЕПу и так далее. Поверьте, мы сделали вместе с нашими чеченскими братьями большое дело. Поставили точку нестабильностью в прошлом и обеспечили стабильность в будущем. Устойчивую стабильность в будущем. Надо это всем понимать. Я
могу здесь твердо сказать, что эти отношения будут не на словах, как многие любят об этом говорить, войнарские. Это не на словах, на деле они будут уже войнарские. Мы же, даже если мы в быту говорим, пока между двумя братьями в селе забор не будет, ну, не бывает там даже между двумя братьями мира, как бы мы ни хотели. Сейчас будет мир и порядок. К счастью, войны не было между нами, но ссоры были из-за этого. Хочу поблагодарить своего коллегу, в первую очередь, Рамзана Кадырова, главу Чеченской Республики, и его комиссию, потому что у нас уже не было споров. Я повторяю еще раз, мы делали большое дело вместе с нами, и они, и мы вместе. Еще раз повторяю, для всего народа ингушского, для всех наших земляков, которые находятся за пределами республики, мы не уступили ни одного метра земли. Мы пошли строго по 90-му году, понимая, что по-другому никогда мы границу не установим. И таким же образом пошла чеченская сторона. Я прошу это все принять, как уже свершившийся факт. И с этого дня все жители республики должны радоваться этому событию, а не создать дальнейших проблем для властей всех уровней, потому что сегодня начинается очень созидательная, хорошая работа. В том числе и главы муниципальных образований, прилегающих территорий, должны налаживать свои добрые отношения. Здесь, конечно, правительство, в первую очередь, главы муниципальных образований, те, кто работает в взаимодействии с чеченскими коллегами, до последнего кустика, до последнего дерева свою территорию обозначить, проверить, посмотреть. То, что на картах, это на местности все проверить. И тесно работать со своими коллегами. Развитие приграничных территорий, это сейчас будет приоритетом и для нас, и для Чеченской Республики. Обращаю на это внимание. Поэтому здесь всем надо сейчас включаться, уйти от митинговщины. И еще раз хочу обратиться и к организаторам митингов. Я повторяю еще раз. Есть те, которые там преследуют свои чисто меркантильные цели. Есть те, которые искренне думают, что где-то что-то мы потеряли. Всем надо остановиться сейчас. Увести людей с улицы. Да, мы санкционируем, мы дадим разрешение. И слава Всевышнему, что мы выдержали этот такой прессинг. Не применили, сделали все, чтобы не применять силу. Прошу всех жителей это правильно понимать. Разойдитесь по своим домам, займитесь своими домашними делами и дайте сегодня правительству завершить год. У нас очень много работы и проблем. Надеюсь, что вы меня услышите. Дал Бог, дал тебе,